Помощь инвалидам, пенсионерам, а также пожилым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Строительство нового социального учреждения в Ингушетии близится к завершению. 3 этажа уже возведены, активно ведутся внутренние работы и благоустройство двора. Рабочие закончили установку потолков, отштукатурили и отшпаклевали все стены. Сейчас добивают последние штрихи по укладке плитки. Мы уже начинаем устанавливать двери. Как вы видите, уже установили витражи, и отопление завершено 100%. Уже на этой неделе рабочие бригады приступят к покраске стен на всех 3 этажах. Тем временем на 2-м этаже электрики продолжают монтаж электричества. У нас работает 3 человека, у нас завершен 3-й этаж, у нас остался 2-й этаж, так завершено 60% работы электрики. Проблемы возникают в ходе работы? Нет, вообще материал вовремя, все вовремя у нас. Насчет финансового тоже все вовремя. Насчет этого вообще жалоб нету. Главное, чтобы работать. У нас все идеально. Материал самый лучший. Кабеля используем, щиты используем, розетки, гофры, все безопасно. В здании предусмотрят видеонаблюдение, пожарную сигнализацию. Скоро запустят лифтовое оборудование. Особое внимание уделяют и благоустройству двора. Объект полностью огородили забором. Сейчас рабочие устанавливают дорожный бордюр. Впереди предстоит укладка асфальтобетона, установка малых архитектурных форм, озеленение, освещение. Также проведены все инженерные сети. По благоустройству территории у нас уже 80% работы выполнена. То есть это очистные сооружения, это дизельная станция, это котельная. Это уже подвели газ, провели полностью всю электрику наружную. Специализированный центр строится в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость объекта составляет 205 миллионов рублей. 1-й этаж здания рассчитан на административные кабинеты. На 2-м разместятся 10 двухместных палат. 3-й этаж займут 10 трехместных палат. Также предусмотрены пищеблок, столовая, актовый зал. Подрядчикам закуплена необходимая мебель и оборудование. В данное время мы в этом здании нуждались уже давно, так как у нас 2 отделения здесь, и по городу Малгобек, и Малгобекскому району, также отдел социальной защиты. Мы арендуем помещение, и у нас очень тесное помещение, мы не можем принять нормальных людей при проведении разных благотворительных акций. Для нас нужно это помещение, так что мы собираем стариков на разные мероприятия, и данное помещение нам очень кстати. Вопрос строительства Республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Малгобеке глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поднял в ходе очередного послания Народному собранию. Отметил, что для обеспечения долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами создан региональный координационный центр и 6 территориальных. Проведена подготовка кадров по соответствующей образовательной программе. Инвалидов более 61 тысячи человек. Граждане пожилого возраста более 50 тысяч. Махмуд Али Калиматов обозначил, в каком направлении предстоит работать Минтруду далее. Строительство и реконструкция социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в сельском поселении Троицкое на 150 мест. Внедрение программы одновременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, обеспечив охват пожилых до 1000 человек. Учитывая, что количество желающих инвалидов первой группы на 1.1.24 года составляет более 15 300 человек. Ремонт и реконструкцию старого корпуса социально-оздоровительного учреждения Дом ветеранов в сельском поселении Сурхахи. Строительство реабилитационного центра для лиц старше 18 лет, в том числе для участников СВО в сельском поселении Али-Юрт. Поэтому задача перед Министерством труда в целом правительства стоят серьезные. Я думаю, это будет претворено в жизнь. Строительство специализированного центра началось в июне 23-го. В рамках проекта объект необходимо сдать в декабре этого года. Но подрядчик планирует завершить все работы до конца октября. В регионе есть пожилые люди, которые по различным обстоятельствам остались без жилья и в сложной жизненной ситуации. Глава Ингушетии отметил, что все они прожили непростую жизнь, и власти обязаны проявлять о них заботу. Диана Дударова, Алисхан Говорожев, Магаз 24.